Досье на нашего героя обширное и изобилует многочисленными преступными событиями. Мы расскажем вам только факты о Черном Ташиеве. Свое восхождение Ташиев начал в лихие 90-е с контрабанды ГСМ. Издание «Белый парус». Во время дикой приватизации сумел разжиться имуществом и стать владельцем местного клуба. В нем организовал секцию единоборств Теймурас, члены которого впоследствии стали ядром его преступной группировки. В банде Ташиев исполнял роль белого рыцаря, об этом говорил анонимно его бывший подельник. Газета «Эль-Сазун». Мы с ним еще в 90-х годах бензинку из-за бугра тащили, торгашей на кол, то есть на счетчик сажали. Я обычно выполнял роль отморозка, наезжал по-зверски, с утюгами и паяльниками в анальное отверстие, пальцы отрезал и уши. А потом появлялся Ташиев как благородный рыцарь и брал под свою защиту обиженных мною предпринимателей. Они ему сами бабки совали во все карманы с благодарностью за освобождение. Позже Ташиев обратил внимание на политику. В 2005 году он обеспечил участие молодежи из своего села в протестах против Акаева, организованных в Джалалабаде. Оказал содействие Жанну Шубакиеву в поджоге зданий милиции, в разграблении областного госбанка. Учитывая эти заслуги, Курманбек Салиевич стал содействовать карьерному росту Ташиева. О черных наш герой никогда не забывал и периодически обращался к ним за помощью. Так, в период избирательной кампании 2010 года в его штабе работал известный авторитет Анапияев, а главными активистами были его представители Амурбек и Кубаныч. Издание «Центр-Азия». В Араванском районе Ошской области люди Ташиева составили список наиболее состоятельных людей, в основном узбеков, и угрозами, похищениями и вымогательством выбивали у них пожертвования на избирательную кампанию. Например, они похитили и удерживали в заложниках несовершеннолетнюю внучку заместителя акима Араванского района Турсунбая Алимова. Пройдя в парламент, Ташиев продолжал свою преступную практику. Привыкший решать проблемы грубой силой, Ташиев вместе со своим политическим подельником не раз устраивал драки и потасовки. В 2012 году, когда политик попытался осуществить штурм Белого дома, вместе со своими сторонниками силовики провели досмотр автомобиля депутата. И посмотреть там было на что. В жапаровской машине преспокойно лежали не только 10 бронежилетов, но и 3 единицы огнестрельного оружия, автомат Калашникова и 2 пистолета Макарова. Кстати, при досмотре присутствовал сам министр внутренних органов Зарылбек Рысалиев. Тогда, помимо обвинений в перевороте и организации массовых беспорядков, Ташиеву предъявили незаконную передачу оружия в чужие руки. С отеческим умилением он отнесся и к проказам собственного сына Теймураза. 1 декабря 2013 года тот был задержан за кражу колес во время рейда «Автовор». Юноша пояснил, что ему просто не хватало карманных денег. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Сейчас, после прихода к власти, Ташиев заявляет, что готов бороться с организованной преступностью, но на деле происходит с точностью наоборот. Известно, что в Джалалабаде и по всей стране ташиевские ребята поджимают под себя бизнес ГСМ. Они запугивают бизнесменов, нередко в бандитских разборках применяют огнестрельное оружие. Из-за действий Ташиева страдает простой народ. Садыр Жапаров бийликке келип полностью рекеттерди жоклап десе булар кайда күч алып атат, эч ким тоготпой атат. О том, что к власти пришли настоящие бандиты, писали и российские и западные СМИ. Власти США открыто говорили об этом. Из-за действий Ташиева и его подельника Жапарова Кыргызстан оказался в политическом вакууме. Бандитская республика, так нас называет мировое сообщество. Кыргызстан продолжит падение на дно, если мы не остановим преступников.